Всем привет! Сегодня с вами Люция Дмитриевна, Варвара Ивановна. и мы с вами начинаем спецновогодний выпуск. Teacher's Talk. Вопрос первый. Что вы любите в своей работе больше всего? Отвечайте, Варвара Ивановна. Я отвечаю. На работе больше всего мне, наверное, нравится общение, нравится, когда проходят какие-то мероприятия, и очень нравится общаться с детьми. Мне нравятся улыбки детей, настроение детей, их горящие глаза, когда они заходят на урок такие счастливые, ура, биология, там в таком формате, а потом они могут расстроиться, есть контрольная работа, конечно, но потом они выходят счастливые, я написала на 5, на 4. Мне нравится их энергия прям у них очень светлая, чистая энергия, мы каждый день, скорее всего, ими пропитываемся. Выберем еще раз красную карточку. Как вы решили стать учителем? Так, по идее, я мечтала стать врачом, да? Ну, получается, я в школе сдала биологию и химию, естественно, я могла пойти быть учителем биологии или же врачом. Но судьба решила, что я буду учителем биологии. Поступила я в ИЕН СУФУ, и во время студенчества у нас была предпрактика, и меня направили в эту школу. Естественно, мне понравилось здесь, и я поставила себе цель, что я буду в этой школе работать. Ну и свершилось. Я отвечу так, то что и мне приснилась 31-я школа, что я хожу по 3-му этажу. Но что меня там удивило, там на стенах везде были кубки. И я не знала, кому они принадлежат, и просто вот ходила, по ним гуляла, смотрела. Потом я подошла к кабинету номер 37, это на 3-м этаже, да, а там наверху было написано «Институт математики и информатики». И я просто вот туда заглянула, и там одна моя знакомая сидела. Я заглянула, типа посмотрела, и она такая: «О, Варя, привет, заходи, мы тебя здесь давно ждем». Я сделала шаг и проснулась. Вот так, и эта девочка была моей однокурсницей. Третий вопрос, 3-я карточка. Как вы проводили школьную студенческую жизнь? Ну как, училась. Закончила тоже вот 31-ю школу. Закончила я в 2003 году. В школе я вот спортом занималась, ходила в музыкальную школу, играла на трехструнном инструменте домура. Получается, в 9 классе я типа выпускник 9 класса и еще и закончила музыкальную школу. В студенчестве тоже у меня было насыщенно. Помимо общественных мероприятий, я еще играла в компьютерные игры. И самое, что для меня запомнилось в студенчестве, я съездила на мировой чемпионат. Вот так вот. Какая у тебя насыщенная школьная жизнь была. Я закончила Верхнеуральскую гимназию, поступила туда в 8 классе, жила в пансионате, училась до конца, там и закончила. Закончила я школу с 2 четверками по математике и по русскому языку. Сдала ЕГЭ, как все, да, и поступила в ИЕН СУФУ. Когда я училась в школе, в ИЕН СУФУ, да, в институте, я знала эту школу, конечно же, и я всегда, проходя мимо, мечтала здесь работать. И всегда своим подругам, друзьям, когда мы гуляли, говорила: вот, смотрите, это моя будущая школа, я буду здесь работать. За эту мечту я училась я на 4,5, у меня буквально там пару четверок, несколько четверок в этом, в дипломе. И, конечно, я добилась своей цели, чему я очень рада. Спасибо. Молодец. 4-й вопрос. У нас 4-й вопрос. Как прошел ваш первый учебный год в роли учителя? Сюда я поступила на работу в 2014 году, и я была студенткой 5-го курса. Я проходила педпрактику в сентябре, и в конце сентября в ноябре меня позвали на работу. И поэтому для меня было очень сложно совмещать и работу, и учебу, тем более 5-й курс, на носу диплом, экзамен, сессии экзамены, зачеты.
Было сложно, волнительно, была огромная ответственность за детей, которые я учила. В целом, конечно, мне помогали коллеги, очень поддерживали. В этом же году я познакомилась с Варварой Ивановной. Ну, просто познакомились, потом мы начали с ней дружить. Мы с Варей подружки и вне школы тоже, чему я очень тоже рада. Всему я рада. Так, и Варвара Ивановна, расскажи про свой первый год. Ну, мой первый рабочий год прошел в другой школе. Да? Школа была небольшая, там училось только около 300 детей, да, примерно. И поэтому сильно большой трудности у меня не возникло, но все равно мне там помогали, да, взрослые учителя, коллеги, да, опытные коллеги. Было мне, возможно, легко, потому что в классе было не по 30 детей, да, а там по 15, там, по 10. Помимо школы, коллеги, они ходили, играли в волейбол, да, с ними мы играли, там, различные тоже мероприятиях участвовали. Трудность, наверное, была в документациях. Мы с Варей пришли в школу в 1 год же, да? Да, а вот в 31-ю школу мы пришли работать в 14 год, в 2014 году. Я. Обе, наверное, скорее всего. Я. Ну так, да. Честные. Честно, я. Но выполняю. Ну, хоть с опозданием, но мы делаем. Наверное, Варвара Ивановна, да? Хотя в жизни, наверное, У меня Варя всё самый я. добрый человек, который могу знать. Может, я так карточку буду держать? Сразу, да. Я? А ты тоже тут танцуешь? Мы же танцевали вместе даже, да? Достаточно. Не могу я. Наверное, Варвара. Ой! Тут ошибаюсь. Я тоже особо не люблю. Не я. Я что ли? Мы почти одинаково, у нас 1,60 м. 52. Минус 2, да, плюс-минус 1, да? 52, да. Да. В смысле? Ты 1,50 м. Битера. Болтара. О, Господи, с кем просто? Ой, я люблю. Редко. Ой, это я. Это очень плохая привычка. Не опаздывайте, будьте пунктуальными, выходите вовремя, не подводите людей. Варя путешественница. Ну, смотря как общаться. Смотря с кем. О, нет, вообще. Ну, даже елки. У меня торт заказала и все, больше ничего. Ой, Варвара Ивановна у нас это мастер этого дела. Последний наш вопрос в этом выпуске. Если бы не педагогика, то кем бы вы были? Если бы я не была бы учителем, я, когда маленькая была, я хотела стать врачом. Мы с подружкой играли в зубного врача. У нас был один сломанный деревянный стул, и мы туда, короче, бумажки клали, ну, на стул, и там типа я зубной врач, и ковыряешь эту дурку. А, как кариес. Любила петь. И поют Да, сейчас. думала, типа. Кстати, мы... Мне это сказать? Давай. Чего? Ну, я не знаю, что ты хочешь рассказывать. У нас летом, каждый год, каждое лето мы один раз с Варей ходим на караоке. Она поет, я просто за подтанцовку. Варя хорошо поет. Так,
Ага, не за что. Если бы не педагогика. Ну, скорее всего, в детстве я мечтала тоже, наверное, врачом быть, потому что у меня бабушка была врачом-акушеркой в деревне, получается, одна единственная, поэтому у меня был хороший пример. Но потом как-то в старших классах я терялась туда-сюда, буду или не буду, ну и как, в принципе, стала я учителем, и это моя стихия. А если бы не педагогика, я бы стала, наверное, я бы открыла какой-нибудь магазин одежды, красивый магазин с красивой одеждой, была бы бизнес-вумен, короче. На этом наш выпуск подходит к концу. Поздравляю всех с наступающим Новым годом! А также мы поздравляем нашу школу с 35-летним юбилеем. Всем пока! Хороших каникул! До новых встреч!